В Якутии арканы метко кидают не только оленеводы, но и ученые. Сотрудники Института биологии освоили эти навыки ради исследования численности дикого оленя. В своей работе они используют радиоошейники, с помощью которых можно следить за миграцией северных животных. На тот берег отпустите! Последнюю спецоперацию перед наступлением холодов биологи провели в арктическом Оленёкском районе. Животных ловят на переправе. О, тот самый главный. Из многочисленного стада исследователи выбирают несколько особей. На сей раз выбор пал на вожака. Пришлось попотеть, признаются ученые. Детали тоже мелкие. Поэтому, если будут крупные детали, они могут травмировать животное. Поэтому они всегда мелкие, чтобы травм не было. Раньше, допустим, мы использовали транквилизаторы. Залетел. От него долго отходило животное. За последние десятилетия в Якутии численность диких оленей заметно сократилась. Яркие примеры – яно-индигирская популяция. Было 140 тысяч, осталось всего 2000 особей. За годы перестройки она практически исчезла. Основная задача якутских биологов – не допустить подобного с оставшимися двумя популяциями. Одна из них обитает в местах масштабного промышленного освоения. Во-первых, охотинспектор, он знает, где олени, значит, там охотники. Он получает от нас данные. Уже рассчитывают, где олени стоят, сколько им бензина нужно, и быстро туда приезжают. И второе, это значит, если проводить авиаучет, раньше тратили 4-6 миллионов на эти облеты, то сейчас это обходится где-то около 2 миллионов всего. Спутниковые ошейники отечественного производства хорошо себя зарекомендовали в условиях Крайнего Севера. Стоимость одного радиомаяка – 72 тысячи рублей. В нашем опыте ошейники работали до 2 лет, 2,5 года. Но были случаи даже полгода и все. Раньше был порог минус 10 градусов. Сейчас она может хоть минус 60, минус 70 градусов, она не отключается. Всю информацию с радиоошейников сотрудники Института биологических проблем получают в режиме реального времени. Научные сотрудники удивляются. С момента последней спецоперации объект исследования уже успел преодолеть 800 километров. Опыт якутских ученых переняли коллеги из соседнего Красноярского края. Увидеть диких оленей с радиоошейниками можно на Таймыре. Сейчас в Северной Республике подобные маяки начали использовать при подсчете бурых медведей, а также других копытных животных. Айна Винокурова, Максим Бурцев, Вести, Якутия.